Обращаюсь к президенту сражающейся Украины Владимиру Зеленскому, к Министерству обороны Украины и к украинскому народу. Во-первых, выражаю вам свою полную поддержку и всячески выражаем свое уважение к вашей священной борьбе, к оборонительной войне против фашистов из России. Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибшим, раненым скорейшего выздоровления. Сегодня в этот трудный час с вами вероломно, напав на вас, ведет страшную, беспринципную, безнравственную, варварскую войну варварскими методами, не соблюдая ни обычаи, ни правила войны. Россия, вчерашний ваш брат, который называл вас братом, который клялся вам в любви и верности, который подписывал с вами соглашение о защите вас даже от третьих стран. Сегодня эта страна ведет против вас очень страшную, жестокую войну. И в этой борьбе вы проявляете чудеса отваги, чудеса стойкости, умения, профессионализм, любовь к родине. Искренне вам за это благодарен. Враги несут потери, большие потери. За эти 5 и, наверное, сегодняшний день тоже был с потерями. За вчерашняя информация: более 5300 человек убитых и раненых. Среди этих людей есть, к большому сожалению, люди, которые говорят со мной на одном языке. Это бывшие мои вчерашние сограждане, ныне это россияне, кто-то из них состоит в кадыровских разных Росгвардиях там и так далее, кто-то военнослужащие из них. Они служат многовековому врагу, тот, который убивал нас на протяжении 400 лет. Нет никакого оправдания тому, что делают эти люди. И я всячески выступаю по этому поводу, говорю, прошу их, предупреждаю их не ехать в Украину, прошу их родителей, чтобы их не пускали. Также всячески поддерживаю Украину. Я и мои соратники. Все чеченцы поддерживают и сейчас на стороне Украины. Среди погибших есть вот эти люди. Их уже говорят несколько сотни. Так услышал я информацию от одного человека, который сражается сейчас на вашей стороне. По мусульманским обычаям до заката человека нужно предать земле после смерти. Если не получилось его похоронить в этот день, его должны похоронить с рассветом следующего дня. Для мусульманина это очень важная процедура, которую нужно соблюсти. К большому сожалению, российская армия всегда бросала своих русских солдат. Мы помним, как на улицах города Грозного их ели собаки, и русские их не забирали. Сейчас Грозный устроен по всей Украине, и русское военное командование не будет забирать чеченских, кадыровских, вот этих оккупантов, которые пришли завоевывать Украину. Тем более не будут их, если они своих русских не убирают. Украина за все это время, за эти дни, да и последние годы показывает, что это цивилизованная, европейская, гуманная, правовая страна, которая стремится в Евросоюз, международные институты. И я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, к Министерству обороны, к украинскому народу. Прошу вас предоставить возможность матерям этих кадыровцев забрать тела своих детей,
организовать им прилет, прибытие в Киев и там выдать им тела. Этот гуманный акт со стороны Украины хорошо засвидетельствовал бы разницу между Россией и Украиной. Русские, обзывая нас террористами и разными другими кличками, не отдают даже тела, трупы убитых ими врагов. И это хорошо продемонстрировало бы для тех чеченцев, которые едут сюда, как относятся русские, не забирая свои тела, как относятся русские к своим врагам, не отдавая тела, и как относится к этому Украина. Чеченцы помнят, как президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова и тысячи других наших бойцов Россия не отдала и похоронила их в безымянных могилах. Обращаюсь помочь предоставить такую возможность матерям прибыть и доставить тела на родину для погребения. Спасибо. Дякую. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку.